По сути, жили почти что как бомжи. Потому что мы старались ходить пешком. Находите хорошие апартаменты. 5000 долларов. Если вы едете сюда с серьезными У намерениями. меня есть еще одна статья расходов, она касается, мне кажется, только девочек. 17 792. Опять же, кому как? Я считаю, что это небольшая сумма. В сентябре 2022 года мы выдвинулись в Штаты из Москвы. 4 дня были в Стамбуле, 9 дней в Мексике. И вот мы уже полгода здесь, в США, в Сакраменто, столице Калифорнии. Все расходы я записывал в заметку на протяжении нашего путешествия. Что-то мы покупали в рублях, что-то в лирах, что-то в песо, что-то в долларах. Надо всю эту историю расходов поднять. Привет, с вами Коля Поля, и давайте посмотрим, сколько денег надо на подобного рода путешествия. Во-первых, не относимся к этому как к потратили, потому что мы это не потратили, мы инвестировали в будущую нашу жизнь. Так что расходы и инвестиции, не траты. Психосоматика, важная вещь. Значит, начнем с билетов до Мексики. Вообще, да, самая дорогая, одна из самых дорогих частей – это билеты. Купили мы билеты на сайте Туркишей из Стамбула в Канкун, из Канкуна обратно в Стамбул. Покупали мы их за рубли, тогда еще была возможность оплатить рублями. Вышли у нас билеты на двоих с багажом в 243 780 рублей. На тот момент по курсу это получилось 3750 долларов. Пам, плашки. Тогда курс был 65 рублей за 1 доллар. Доллар за 65 рублей. За сколько покупали чемоданы и тому подобное, я такие мелочи не буду раскладывать, сколько там денег потратили в аптечку, потому что это будет у каждого очень индивидуально. У кого-то чемоданы уже есть. Кто-то другие чемоданы купит не такие же, как мы. Лекарства тоже. Какие лекарства мы брали, Полина скажет в конце. Просто сейчас обозначу то, что вот про совсем-совсем мелочи, к подготовке, которые были, я не буду говорить. Это уже у каждого очень индивидуально. Кому-то надо лекарств на 100 тысяч рублей, кому-то на 10 тысяч рублей. Но немного лекарств сюда взять надо, потому что здесь с ними есть своя специфика. Так что к этому вернемся позже. Сейчас давайте про основные цены. Помимо этих билетов мы покупали билеты в Стамбул из Москвы. Они нам вышли в 774 доллара. А из Москвы мы какой компании летели? Аэрофлот? Победа. Победа? Нет, Аэрофлот. Аэрофлот, да, Аэрофлот, еще кормили нормально, на удивление, да? Да. Да, Аэрофлот вышел 774 доллара. Я покупала их напрямую на сайте Аэрофлота. Так было выгоднее, нежели через агрегаторы почему-то. Итак, прилетели в Стамбул. За 4 ночи в отель мы заплатили 180 долларов. Как искали отель? На букинге? Букинг, все букинг. На букинге, бронировали там же. И 180 долларов потратили на жизнь в Стамбуле на эти дни. Что ты помнишь про нашу жизнь в Стамбуле 4-дневную? Классная жизнь в Стамбуле. Самое крутое наше решение было не передвигаться на такси, потому что во всем цивилизованном мире давным-давно классно развит общественный транспорт. Тебе нужно всего лишь уделить этому 5-10 минут, подумать, найти остановку, и вы доедете вообще с не меньшим комфортом. Еще и с колоритом, еще и со смешными какими-нибудь дядьками, которые будут говорить «здравствуйте» на русском, да, заманивая тебя. Плюс ко всему, этот же лайфхак нас спас и в самом городе, потому что мы старались ходить пешком. Мы жили в историческом районе Султан Ахмед. Да, он грязноват, да, он не супер популярный сейчас у современной молодежи, но мы везде могли дойти пешком до любых паромов, до чего вообще нам нужно. И это сэкономило нам наши денежки. И самое главное, на самом деле, в такого рода путешествии, когда это не просто путешествие, когда ты уехал и вернулся в свою же страну, это не то, что экономить на развлечениях, а просто не покупать самые дорогие. Не знаю, у нас впечатлений куча, мы довольны, но мы не потратили огромную статью бюджета на посещение каких-то дворцов, куда вход стоит, достаточно так, прилично. Я не знаю, на какие-то бессмысленные экскурсии. Мы все прошарили в интернете сами, спросили у друзей, привет, Рустам, и поехали своим ходом. И откладывали самое главное, потому что мы откладывали на начало новой жизни здесь, потому что на это надо будет много денег, тяжело встать на ноги, поэтому если бы мы ехали просто в свадебное путешествие, грубо говоря, в Стамбул, это была бы одна история, но мы же рассматриваем это как перевалочный пункт по пути в США, где будет ждать очередной
сложный этап, поэтому каждая там лишняя $100, она на счету. При этом мы в Стамбуле побывали почти везде, в основных местах. Да, мы не были на экскурсиях в дворцах, но мы, я считаю, просто великолепно исколесили Стамбул, центр Стамбула, то есть мы там, нагуляли почти там, под 100 километров пешком. Да. Мы на пароме покатались, побывали там на этих островах, как они назывались, на Принцевых островах, там-сям. Короче, класс, просто великолепно. Мы не ужимались, мы не сидели в номере, там не купались в бассейне, да и номер-то был, отельчик был без бассейна. То есть мы целыми днями гуляли и полны впечатлений и потратили, я считаю, что это небольшая сумма. Значит, затем мы чесанули в Мексику. В Мексике провели, как я и говорил, 9 дней. Расходы в Мексике. Отель. $450 в Канкуне, $300 в Тихуане. В Тихуане мы были, наверное, 5 дней, да? То есть Где-то 4. 4 или 5 дней. В общем, да, 4 дня там, 4 дня там. $361. Просто сумасшедшая сумма вышла отправить все вещи. У нас их было достаточно много. Сколько у нас было? 2 большущих чемодана. Что мы еще отправили? Только 2 больших чемодана, да? И остальное все взяли с собой, да? 2 рюкзака. $361 были 2 чемодана, битком забиты, там за 30 килограмм, вышло намного за 30 килограмм. Стоило это отправить в Лос-Анджелес из Тихуаны. Из Канкуна мы отправляли. Плюс $175, по сути, мы потратили на всю вот эту 9-дневную жизнь в Мексике. И опять же, небольшая сумма, но мы офигенно провели время. Да, мы не люксовали, но мы побывали везде. Так как мы сэкономили и на отеле, и на жизни. Мы не жили на косе, потому что на косе цена была X2, X3. Мы не пользовались такси, мы наслаждались красными автобусами до косы, которые стоили сколько? 12 песо, да, по-моему? Типа 15. Или 15, и там еще не давали сдачу, либо брали меньше. Короче, там странная была система оплаты, но это было колоритно и классно. Еще мы в Мексике на самом деле сэкономили на еде. Мы там почти не ели, нам было очень жарко, я не знаю, мы завтракали. Завтракали в отеле, завтрак был включен. Да, завтрак был включен. Обед у нас были какие-то фрукты. Легкий перекус. Что-то вообще легкое. Днем не хотелось кушать реально. Ужин — это была мексиканская кухня, которую мы не любим. Мы приходили, смотрели, такие, может быть, не сегодня, да, и брали что-то такое, типа там пара тако попробовать, на короче. улице, в любом случае, стритфуд. Стритфуд. Но он недорогой. И мы настолько устали в целом и изнервничали за переход, что наша экономия сложилась в том, что мы не поехали ни в Сеноты, ни на какие пирамиды. На остров, на этот ни женщин на острова никуда, да. мы никуда не поплыли, потому что мы просто отдыхали, мы загорали, мы купались, мы наслаждались, мы бесконечно фоткались. Сгорали. Мы сгорали. Ну, это был такой просто круг какой-то изо дня в день, но, ребят, на самом деле отдохните. Вот это самый лучший совет экономии. Вот просто полежите на пляже, Да. никуда не едьте. Вас потом еще столько беготни ждет, так что лучше не надо. Но на самом деле, я не жалею, что мы не съездили ни в Сеноты, ни еще куда-то, потому что... Оставили это на следующие шаги. Следующие шаги... Следующие путешествия, да. Это все будет доступно. Не знаю. Мы кайфанули в любом случае. И отели, которые не на косе, на самом деле, они выше даже по уровню обслуживания иногда, потому что им нужно конкурировать. Я не знаю, они тебе сделают в целом вообще все, что ты попросишь, решат любую твою проблему. Так что... Значит, из Канкуна добраться в Тихуану нам стоило $360. Также билеты на двоих, багажа. У нас еще куча осталось всякой там ручной клади и тому подобное. У меня видеооборудование, лекарства. В общем, нормально. Возможно, если ехать прямо налегке, будет еще дешевле. В общем, у нас $360. Так, в Тихуане на отель я тоже сказал. У нас тут все в одно записано, сколько на еду потратили. Кушали мы, по сути, так же. То есть там какие-то местные заведения. Днем почти ничего, потому что днем гуляли по Тихуане, ездили к океану. А до океана мы как добрались? До океана на такси, да? Потому что до океана было далеко, потому что у нас отель был рядом с границей, рядом с переходом Сан-Исидро. Поэтому, да, до океана оказалось далеко. А так мы в целом целыми днями либо гуляли, либо заполняли документы, которые надо было заполнить для перехода, да, готовились к переходу. Мы знаем, что сейчас у вас с переходом через CBP One могут возникнуть небольшие проблемы, вы можете задержаться в Мексике на месяц, на 2, на 3, и поэтому ваши расходы немножко не соотносятся с нашими. Это тоже нужно учитывать. Рассчитывайте, каким путем вы идете, сколько времени вы можете задержаться, потому что у нас есть друзья, которые сколько просидели? Месяц? 3? Полтора месяца, поэтому закладывайте бюджет на 1,5 месяца жизни иногда в Тихуане, если вы идете через CBP One.
Ну, в принципе, бюджет посчитать не так уж сложно. На букинге все отели вы можете посмотреть, сколько стоит посуточно. На еду сложнее, да, потому что я сейчас так четко не скажу, сколько денег надо примерно на еду. Но вот, например, у меня в подробных заметках по дням, сколько мы расходовали денег на еду. Ну вот, например, 8 октября 2 пиццы мы купили за 240 Песо. За 240 песо. За $35 мы купили по мелочи в Чидрау или как там этот, или в 7-Eleven. На 35 песо немного продуктов, то есть там, скорее всего, это была вода, кефир, ну, типа кефира, йогурт, бананы, то есть вот что-то такое. Например, около нас было классное кафе «Рикардо» с огромными порциями, просто американскими. И вот, например, у меня записано, что... они, кстати, брали оплату в долларах. С карточки я рассчитывался с европейской. $16.77 поход в кафе «Рикардо». Оплата картой, вот у меня записано. То есть это мы на двоих наелись, и каждый раз из «Рикардо» мы уносили с собой. То есть вот за $16.77 один прием пищи и унести с собой, ну, например, да, по-моему, мы ужинали в нем. Да. Забирали часть еды, которая оставалась в контейнерах, и на утро завтракали ей. А днем перебивались бананами, йогуртами, сырками, какими-то еще фруктами по мелочи. Вот. Так что, ну, грубо говоря, $15-20 плотно покушать вдвоем в кафе, оставить еду на второй прием пищи и, ну, допустим, 30-50 песо на перекусы, которые вы купите в продуктовых магазинах, то есть просто какие-то продукты, которые не надо будет готовить. Готовить нам было негде. Так что вот примерно такие расходы. А вот 10 октября завтрак тот же в кафе «Рикардо» $7.77. По-моему, там что-то типа омлета, яичницы или что-то такое. Так что... Я тоже не помню. Вот. А вот еще, например, написано вода 2 литра и печеньки 48 песо. Так что кофе в 7-Eleven 22 песо. Такси к океану 170, обратно 116 песо. Вот такие цены. Примерно считайте. Значит, потом оказываемся в США, и здесь мы переходим к статье расходов новая глава. Сколько денег примерно нужно на первый месяц жизни в Калифорнии, по крайней мере, в Сакраменто. Добраться от Сан-Диего до Сакраменто у нас ушло $200. Мы ехали на автобусе Greyhound почти сутки, никому не рекомендуем. Билеты на самолет лучше посмотрите, скорее всего, они будут 300, но мы потратили $200. Плашка, пим, 200. Затем мы арендовали комнату на неделю, пока искали апартаменты, чтобы снять полноценно с договором. Комнату мы снимали за $50 в сутки, $350 за неделю. Арендовали автомобиль на месяц. У нас был Volkswagen Passat. Пиум, $700. Плюс страховка. Первый месяц была $30, потому что мы вписались к владельцу автомобиля. Потом уже делали сами. На страховку вам надо закладывать, ну, сейчас от 60 до $200. То есть вы взяли машину за 600, за 700, за 500. Включите, ну, если вы планируете сейчас еще расходы свои из России, то планируйте, что $60-200 на страховку. $110 в первый месяц расходы у нас составили на бензин для автомобиля, чтобы ездить туда-сюда по делам. $50 плюс $65, 2 сим-карты, разные тарифы, на Verizon, мне и Полине. Затем мы сняли жилье, нашли жилье, то есть за неделю, я надеюсь, что вы за неделю жизни либо в отелях, либо во временном жилье, снимая комнату у русских, находите хорошие апартаменты, заключаете договор. Значит, мы заключили договор на таких условиях. $1800 депозит, потому что потом у нас месячный платеж 1825, 1800 у нас сделали депозит. И так как мы заезжали в середине октября, нам посчитали половину месяца, мы заплатили $669 к депозиту, как бы за вот эти полмесяца реальной жизни. Итого, за апарты, чтобы въехать, мы израсходовали $2469, плюс $53 или 56, в общем, $50 стоила проверка нас. Это у апартов. Да, каждого. 50, то есть $100, там, грубо говоря, на проверку. Все, что вы заключите там с МАТ на электрику и тому подобное счета, сейчас это не будем считать, потому что это проблема будущих вас через месяц. Они придут через месяц. Мы сейчас смотрим на то, что вам надо будет заплатить в самом начале. Заехали в апарты, надо подключить интернет. $55 у нас Xfinity. Затем едем в Икею, потому что в самом начале апарты у вас пустые.
Какую-то мебель вы найдете бесплатно. Вот, например, этот диван, на котором мы сидим, замечательный, мы нашли бесплатно. Там тумбочку бесплатно, стол нашли бесплатно. Но в самом начале, я думаю, что всем надо купить то, на чем придется спать. Соответственно, мы купили матрас, постельное белье, по мелочи какой-то набор посуды. Что еще мы вот в первые заезды? Кастрюли, чашки, ложки, все. Ножик там один. Один нож, немножко доски, вилки. То, где вы будете спать, и то, из чего вы будете есть. Нам нужно было сначала закрыть самые базовые потребности по минимуму. Полотенца у нас были с собой. Да. Изначально мы даже не брали кухонные полотенца, потому что это все постепенно потом закупали, да, денег было впритык. Да, ковер. Ковер, Пол был ледяной, мы взяли сразу ковер. Ковер в центр гостиной. Да. И все, то есть, да, вначале мы, конечно, по сути, жили почти что как бомжи, но я думаю, когда ты берешь жилье в ипотеку, ты тоже не сразу обставляешь все жилье, то есть ты тоже собираешься постепенно. В общем, у нас на эти первоначальные закупы всего, что нужно для жизни, расходы составили $645. На еду на первый месяц, по сути, там чуть больше, чем половина месяца. То есть половина месяца в апартах, неделя во временном жилье. В общем, у меня все там включено было, да? $184. И это небольшая сумма, потому что мы поначалу очень много ездили в фудбанки, да, в церкви, и нам нужна была помощь. У нас не было космических денег с собой, мы были ужаты в деньгах. Да, и было страшно покупать курицу там за $15, а в Костко за 33 пака, когда ты пересчитываешь это на рубли, думаешь, блин, да ты вообще, тебя чем кормили? Золотом? Ты где летала? Тебе делали массаж лапок? Да, поначалу было тяжело. Особенно тяжело поначалу, потому что мы же везем доллары, заработанные в рублях. То есть мы рубли перевели в доллары, и это, друзья, поначалу один из самых тяжелых этапов вашей жизни, адаптации в Америке, потому что пока вы не начнете зарабатывать доллары, особенно такие доллары, которых вам хватит на все расходы, на все биллы, как это, да, называется, будет тяжело смотреть на местные цены, потому что вы будете их переводить в рубли, и все, конечно же, дают совет, что скорее уходите от перевода рублей в доллары, но поначалу это объективно это приходится делать, потому что все твои доллары это рублевые доллары, то есть доллары, заработанные в рублями и переведенные там по всяким не совсем хорошим курсам. Да. Поэтому ты, конечно же, смотришь, как Полиночка и сказала, на курицу, которая стоит там на рубли типа почти 1000 рублей, ты такой... Фудбанк, спасибо вам, что вы есть, что вы помогаете в начале, потому что на самом деле еды там давали, то есть сколько мы посещали. Да, и времени было потрачено достаточно, вот тут действительно потрачено. Хотя, с другой стороны, мы же не работали, то есть пока мы искали работу, тут у нас есть время заниматься адаптацией здесь, сбором информации, как что дальше делать, искать работу, покупать первые симки и тому подобное, искать апарты, так что, да, в любом случае спасибо Фудбанкам, сейчас мы уже ими не пользуемся. Значит, $184 на еду и $186 на одежду. Все равно, хоть мы с тобой везли очень много одежды, но тут важно сделать важное замечание. У нас с тобой было много вещей, потому что конкретно у меня было очень много дорогой одежды накопленной. Что значит дорогая одежда? Например, куртка за $500 из Европы. Это я считаю дорогой вещью, и здесь она стоит таких же денег, потому что это крутая фирмовая куртка, например, вам это название, скорее всего, ничего не даст, Parajumpers, но, известный бренд, хороший, качественный. И, понимаете, это не куртка за 6000 рублей из Adidas, там, из какого-то, да, из, я не знаю, там, из H&M, которую действительно нет смысла сюда везти, потому что здесь это будет стоить таких же денег, но когда вы заработаете первые доллары, получится, что это дешевле. Но дорогие вещи, я думаю, что, наверное, вещь, которая дороже 10-15 тысяч рублей, если она еще не очень объемная, то есть если это не пуховик, пуховик-то здесь не нужен, соответственно, все теплые вещи мы продали. Мы сюда везли красивые вещи, в которых можно будет помпезно гулять. Там, сходить в кафе, чтобы себя изнутри чувствовать круто. А это тоже важно, потому что можно приехать абсолютно без вещей
купить здесь там самые-самые-самые дешевые треники, там черные носки, да, там тапки, грубо говоря, одеть там носки с тапками, и это нормально. То есть я не говорю, что это плохо, так делать не надо, типа, что за срамота, так можно делать. Но так как у нас была возможность привезти часть дорогих вещей, у нас была часть хороших вот этих дорогих вещей, да, и они подходили под местную погоду, соответственно, я считаю, что чувствовать себя психологически изнутри круто. Это того стоит. Поэтому то, что мы израсходовали на пересыл вот этих чемоданов полных одежды $361, это того стоило. Потому что здесь купить в таком количестве вот эту хорошую одежду, которая сейчас у нас есть, и которую мы, ну, по крайней мере, я, Полине мы покупаем, у Полины было меньше вещей. Но я в ближайшие годы не буду покупать эти вещи. Не буду. То есть за последнее время я купил там несколько рубашек из таких материалов, в которых здесь нормально ходить в эту адскую жару. Вот сейчас надо купить эти... Сандали? Сандали, да, потому что, ну да, окей, Жара. такую обувь вести, конечно, это бред. Там вести сандали с собой. Ну все. То есть, по сути, ничего особо не надо. Там очки еще купить, потому что российские очки, видимо, разная степень затемнения. Самые темные очки, которые у меня есть, здесь, когда я днем выхожу на улицу, я через очки щурюсь, потому что калифорнийское солнце это просто что-то нереальное. Соответственно, я приглядываю местные очки купить, то есть это там $200, но окей, мне не нужно всю вот эту одежду, которая у меня висит, будет покупать. А в целом, если бы я ее не вез, ее бы пришлось покупать. Ну и, соответственно, тут опять же палка о двух концах. Либо ты идешь покупать какую-нибудь всякую фиговую одежду, то есть вот, например, мы ездили за эти полгода жизни здесь отдыхать в небольшие трипы в Лос-Анджелес зимой. Там холодные ветра. Мы ездили в январе или феврале, в январе на Тахо, там был снег. Соответственно, друзья наши, с которыми мы ездили, они покупали одежду, потому что они приехали не с таким неполным чемоданом, как я, одежды, и они покупали теплую одежду, чтобы съездить на Тахо. Я не покупал, так что тут не скажу, что я сэкономил, но примерно то на то и выходит. Так что вот, у меня была одежда, но тем не менее на первое время еще какую-то мы покупали для работы. Полине $186 ушло на первую одежду. Итого, значит, получается, здесь за первый месяц мы израсходовали $2395. И я думаю, к этой сумме вам надо прибавлять второй месяц жизни апартаментов, потому что, скорее всего, за первый месяц вы не заработаете столько денег, чтобы покрыть все расходы, и к началу следующего, а заплатить же надо наперед, чтобы заплатить за второй месяц аренды. Если у вас его не потребуют в начале, а могут потребовать оплатить за 2 месяца. Так что давайте включим сюда в нашем случае $1825, да, плюс $1825 к этому расходу на жилье, который может быть. Итого 1825 плюс 23,95, $4220. Плюс расходы, которые были озвучены заранее, в начале, да, в первой главе, на билеты, на Стамбул, на Мексику, они составили $11295, но обратные билеты в Стамбул из Мексики мы, благодаря нашей подруге Юлечке из Нью-Йорка, смогли вернуть из них $1723, и получается, что те расходы составили $9572. Прибавляем их к 4220. Так, прибавляем 9572. Итого получается, что наши расходы на все путешествие составили и первый месяц жизни здесь, и начало второго, заплатить за жилье, всякие расходы на машину, на продукты я уже не считаю. Тут уже надо на второй месяц начать на них зарабатывать, либо пользоваться фудбанками. Итого 13792. Ну, плюс, я думаю, надо включить машину, потому что я купил трачок Dodge, $4000, окей. Вы в любом случае будете стараться, скорее всего, уходить от аренды автомобилей и тоже стараться там на второй, на третий месяц что-то купить. Окей, я впишу $4000 на трачок, 17792. Плюс там будет регистрация машины, плюс, да, плюс налоги. Еще какие-то мелкие расходы. В общем, я думаю, что, скорее всего, мы в итоге со вторым месяцем израсходовали $20 000. С ума сойти. Я даже не думал, что получилось столько
набрать, собрать. Так что, друзья, Ну что, столько было? итого расходы надо планировать примерно, быть готовыми к 20 тысячам долларов. Естественно, если вы один, если вы первое время будете жить в комнате там, за 500, за 600 долларов, снимать комнату в доме, в хороших там условиях найдете за недорого, или вы уедете работать на траке, то есть быстро там сядете куда-то в тим на трак, и вам вообще не нужно жилье в Сакраменто там, или в Лос-Анджелесе, это вычитает огромную статью расходов, да. Но в целом, если вы едете вот примерно как мы, так что надо быть готовыми вместе с билетами, да, к 20 тысячам долларов. Естественно, очень крупная сумма – это билеты. Если вы сейчас потратите меньше, израсходуете меньше, то все отлично. Теперь давайте заканчивать, и к окончанию мы подведем к тому, что с собой еще из России имеет смысл везти, что не имеет смысл везти. И про жилье. Мы в России не оставили ничего. И я думаю, мое мнение, что оставлять там жилье, особенно если вы за него платите ипотеку, и не дай бог машину, не имеет смысла. Все это надо продавать. Почему? Можешь сказать про жилье, что недавно с чем столкнулись наши друзья? Да, наши друзья столкнулись с тем, что они здесь, квартира в России, и квартиру затопило. Квартира новая, с идеальным ремонтом, классная, крутая, но вы нанесли ущерб соседям, это минус. У них случилась протечка, то есть Да, они виноваты, они затопили соседей, Да. и пострадала их квартира. Их квартира. Квартира соседей тоже с новым ремонтом. Весь дом новый, все у всех в ипотеках. Это минус ваша статья расходов. Блин, ну и когда вы платите ипотеку в Россию, там типа 500, 600, 700 долларов в месяц, камон, зачем? Понятно, что если вы хотите оставить какой-то якорь на, я не знаю, на черный день, что вам придется вернуться, да, возможно, это целесообразно, но в нашей картине мира это нецелесообразно, потому что квартира может сгореть, ее могут вскрыть, может случиться что угодно. И поверьте, здесь эти проблемы вообще никому не нужны. И самое сложное, что когда вы все-таки решите, что вы остаетесь здесь, вам придется выписаться из той квартиры дистанционно. Если у вас есть ребенок несовершеннолетний, вам придется выписать его. Наши друзья отправили пакет документов в Россию за 120 долларов. Письмо. Просто письмо. Камон, 120 долларов. Это почти AirPods. Это дорого. Поэтому не надо оставлять какие-то такие зацепки. Нет. Ну и мы конкретно ехали, четко осознавая, что едем в один конец, поэтому Да. зацепок не оставляли. И вот сейчас, посмотрев на эту ситуацию, я такой думаю, ох, капец, это сколько, во-первых, расходов предстоит. Да. То есть за все эти ремонты придется оплачивать. Во-вторых, это сколько геморроя и возни, потому что все это дистанционно делать. Это ужас. Кажется, что получится, что просто. Это получается, действительно. Но сколько у тебя здесь возни? Сколько здесь стоит час твоего времени? Да. Я считаю, что это непропорционально тому, чтобы заниматься в итоге вот какими-то сложностями, возникшими трудностями, с которыми вы можете столкнуться, оставив там такие дорогие вещи. И самое-то, что интересное, то, что если вы едете сюда с серьезными намерениями, и вы думаете там продавать, не продавать квартиру, елки-палки, я думаю, что даже в глубинке России, если у вас там какая-нибудь однушка, это все равно 1,5-2 миллиона рублей. Я думаю, сейчас нет цен на квартиру, там типа 800 тысяч рублей, это 1,5-2 миллиона рублей. Здесь эти деньги, ну, камон, вы можете сделать down payment за жилье, пожить полгода, ну или год, добиться хорошего кредит-скора, пойти брать ипотеку на жилье и эти деньги инвестировать в down payment, в первый взнос на жилье. Зачем они вам там? Или маленький бизнес здесь начать делать. Ну, короче, здесь расходов и возможностей очень много. Соответственно, я думаю, что лишний 1-2 миллиона оставлять там, это абсолютно лишено смысла, особенно если вы с ним можете встрять. А еще, учитывая, какие сейчас там законы пытаются принимать, что вы вообще с этим можете встрять юридически, что это все подвиснет, и дистанционно вы ничего не сможете сделать. И те, кто политические беженцы, вы и туда вернуться тоже так просто не можете. Короче, главный вопрос здесь, да, сколько денег брать, что там оставить, брать все, Да. потому что если переводить рубли в доллары, здесь все очень дорого. Все, с чем вы можете столкнуться, не дай бог с лечением, еще с чем-то, все очень дорого, на все нужно деньги. Если вы хотите быстрее развиваться, на это тоже нужны деньги. То есть вот я, например, там покупаю сейчас для камеры, для съемок свет,
петлички наши, это тоже все деньги. Если бы я там что-то оставил, я бы сейчас не пришел к этому, я бы с этим тянул. Зачем? Не, все. Здесь новая жизнь, здесь время летит очень быстро, ты его ценишь совсем по-другому. Хочется как можно скорее большего достичь, потому что, вот я приехал сюда в 32 года, Полина в 23, то есть, огромная часть жизни прожита уже. И мы здесь строим новую жизнь с нуля. Когда люди нашего же возраста, кто здесь родились, они уже имеют кучу-кучу всего, и нам надо их догонять. И это хорошо, и это классно, но, друзья, просто осознавайте это, что никакая копейка не будет лишней, все деньги нужны, все, что вы сможете взять, все нужно. Крупные какие-то вещи, недвижимость, автомобили там оставлять не имеет смысла. Все. Что из лекарств имеет смысл взять? Что о чем ты сейчас не жалеешь, что было у нас в аптечке? А о чем жалеешь? Сразу сделаю пометку. Если вы едете, как мы, без детей. Если у вас есть ребенок, на своего ребенка, я не разбираюсь в этом, вы берете там сами, каждая мамочка это все знает. Окей. Для нас, для двух в целом плюс-минус здоровых людей, о чем я пожалела? Я не знаю, куча пластырей. Зачем? Их можно купить в любой стране, в любой аптечке. Круто, если их какой-то минимум есть. Но если их есть много, это бесполезно. Эластичные бинты. Камон, они заняли много места. Я их взяла на всякий случай, эти мотки. Ладно. Обезболивающие. Вот это надо брать в нормальном объеме. Здесь не по рецепту, да? Здесь они частично по рецепту, частично нет. Сейчас поясню. Но в нормальном объеме на ваше путешествие и первый месяц-два, то есть это одна упаковка, не больше. Ибупрофен, Тайленол, Адвил — это все аналоги наших лекарств. 5 минут времени в интернете в Reels, еще где-то, я не знаю, вы найдете любой аналог. От температуры. Логично брать только на путешествие. Блин, я взяла огромную упаковку Терафлю, эти пакетики, я их распихивала везде в чемодан. Здесь этого Терафлю навалом. Как только вы начнете зарабатывать доллары, это не будет дорого. В рублях дорого, в долларах нет. И еще, самое главное, любые ваши хронические заболевания вы берете с собой. Ну, например, как я взяла, на всякий случай, от желудка, от печени, от еще чего-то. Да боже мой, у меня эта печень в жизни не болела. Но я боялась, что здесь со мной что-то случится. Наоборот, здесь с тобой меньше всего случается. Что бы я взяла? Побольше пантенола от солнечных ожогов. Честно. Он у нас был в travel size, маленький. Мы его в Канкуне выпшикали за один раз на Колю, когда он решил не мазаться. Все. Что бы я еще взяла? Защиту от солнца. Девочки, если вы, как я, считаете, что 30-ка это круто, SPF, это не круто. 50 минимум, и для канкунского солнца, и даже для стамбульского 50 это орешки. Надо брать 50, 60 и выше. Защита от солнца — это главное лекарство. Что еще по лекарствам? На всякий случай от отравления. Мы не травились, потому что мы ели нормально. Это все лежит. Проблема в том, что у меня сейчас лежит вот такая кипа лекарств. И скоро выйдет срок годности. И я их буду выкидывать. И это нелогично. Лучше брать все travel size на аптека.ру, они есть. И маленькими упаковочками по чуть-чуть. Потому что, например, там я взяла Коли от его желчного, и он ни разу не болел, себе от своего артрита, и у меня здесь прошел артрит из-за климата, эти лекарства будут выкинуты. Но это нелогично. Берите то, что рецептурное. Мази, например, я не взяла мазь, у меня есть что-то наподобие дерматита, экземы, и мне ее здесь выписали, и мне она не нравится, как она работает. Берите, если что-то такое у вас есть рецептурное, с собой. Я думала, что здесь будет лучше. По лекарствам еще перепроверяйте зубы. Я запишу это в расходы лекарств, потому что я в Москве лежала в клинике, 3 другие клиники меня проверили на кариес, на все то, чтобы у меня все было окей. Полгода здесь, 4 коронки, сколько пломб? 5 пломб. Мне нужно менять. Коронки — это значит, что все, у меня мертвые зубы, мне 23 года, и каждая моя проблема — это недолеченные кариесы в России. У Коли сейчас будет 17 пломб. Я не думала, что у этого человека есть проблемы с зубами. Хотя с виду все хорошо. Все хорошо. Здесь другой стандарт. Да, поэтому перепроверьте зубы на всякий случай. Потому что если у вас не будет страховки, это будет безумно дорого. Я увидела расчет для страховки, для страховой, и, $5000 у нас сейчас нет на мои зубы. То есть то, что Полина делает, ей дали счет, да. Но его надо просто подписать. В итоге ты платишь, мы сейчас платим за нее 0, но счет-то есть. Просто за этот счет заплатит
Страховая. Заплатит страховая. И да, смотришь там на $5000, такой, вау. Вау. Так что я думаю, что в любом случае, конечно, с местными стандартами здесь потом придется переделывать. То есть, как мне скажут, 17 пломб, хотя у меня там в целом все хорошо, у меня там есть 4 малюсеньких черненьких точечки начали появляться. И я думаю, такой, ну вот 4 кариеса подлечить. А они такие, 17 пломб переделывать. Хотя я перед отъездом тоже в Крыму много сделал, туда-сюда. В общем, ключевое тут, я думаю, что все, что основное у вас есть, и если у вас есть проверенный врач, просто все лучше подлечить. Да. Чтобы здесь, ну вот страховка, она вроде есть, но, например, у нас страховка на год, в октябре истекает, потом уже надо будет делать платную свою, а запись к стоматологу очень долгая, то есть они загружены очень сильно, и поэтому вот мое мнение, что на этого стоматолога, то есть, грубо говоря, пока вы приедете, пока вы добьетесь страховки, пока вы получите первый прием, это пройдет типа 2 месяца, 3 месяца. Вы не попадете в первый же месяц, скорее всего, к стоматологу. Вот. Плюс потом, опять также там со следующей какой-то проблемой идти к стоматологу, еще там через месяц, через 2. В общем, за весь год, допустим, у вас получится к стоматологу 5-6 раз, да, пойти. То есть, окей, классно, если получится 10, может быть 3, но вот в среднем, я думаю, что 5-7 раз у вас получится, да. И думайте, либо вы за эти 5-7 раз будете делать какие-то простые процедуры, либо перелечь. Либо что-то серьезное. Поэтому я думаю, что все, что простое можно сделать в России, доделайте. И оставьте здесь страховку на emergency случай, да, то есть, чтобы не ходить там, не подлечивать кариес. Понятно, что его сделают круто. Но, а если у тебя также скажут, что у тебя куча проблем, 4 зуба надо удалять, и у тебя там остается 4 месяца до конца страховки, и тебе говорят, что следующая запись через 2 месяца. И ты такой, оу, так я не успеваю все сделать. Так что с проблемами в полости рта лучше по возможности, по максимуму разобраться в России. Пусть это, конечно, и потом скажут, что не очень хорошо сделано, но проблемы как бы не будет. То есть вы будете жить, вы не будете ходить и типа... болит, да, там проблема, там что-то гниет, еще что-то, о господи, не дай бог. У меня есть еще одна статья расходов, она касается, мне кажется, только девочек. Ногти, ресницы, волосы. Когда мы познакомились, можно я повыпендриваюсь? Да. Я была шикарной блондинкой с волосами до попы, но мне намекнули сразу, что мы уедем, и примерно в то время я решила, что пора отращивать свой цвет. Сейчас по цифрам, девочки, я хочу вернуться в блонд. Вот такая длина от 350 долларов. Если нужна смывка, считаем в плюс. Почему? Потому что работа мастера — это типа 8-9 часов, да, мы все знаем, что краситься долго. Окей, 6, если не густой волос, у меня густой. 350 зафиксировали. Женская стрижка самая дешевая от $40. Но это окей, девочки стригутся раз в 3 месяца, это нормально. Ногти. Если вы найдете мастера за $50, я сейчас говорю про Сакраменто. Вау, классно! Цены у нас сейчас стартуют с $60-75. Я люблю ногти, особенно на руках, обожаю, боже мой. Но когда мы уже начали брать билеты, я заранее сняла все покрытие и подготовила себя морально, что пока это не та статья расходов, на которую я буду готова тратить $75. Сейчас полгода... Я работаю много руками, да, я чувствую, что что-то надо менять, но я хочу найти мастера за 50. Педикюр, цена ровно такая же. И ресницы. Люблю ресницы. Классно, красиво. Но $200-250 выложить на это сейчас, это, к сожалению, это пока нереально. Классно, если вы найдете за 100, за 150, но если мы делаем объем, то это от 200. И мой муж не будет на это согласен сейчас, потому что, Полина, на твоих глазах сейчас AirPods. Цена AirPods примерно там типа $200. Поэтому, девчонки, подумайте, что вы можете уменьшить сразу, там, я не знаю, ногти. Опять же, кому как. Кто-то готов на это выделять. Блин, я сейчас, когда мы строим новую жизнь и все с нуля, нет, я пока не готова выделить. Давайте-ка посчитаем. 250 плюс 70 плюс 70. И там, типа, окрашивание 300. Нет, это очень много. Это почти 1000 набегает. На эту 1000 лучше что-то, полезное купить в дом, я не знаю. Смотришь там на 200 за ногти или там на сколько, и микроволновка вот эта крутая за 200, и такой... 170, наверное, сейчас микроволновка. Да, наверное, сейчас микроволновка, потом, наверное, сейчас пылесос, потому что это тоже будет в будущем вашей статьей расходов, да. Так что, девчонки,
Как бы думаем заранее немножко, да. Так что вот, друзья, вот такие все расходы. Надеюсь, что на основные все вопросы ответили. Если какие-то вопросы остались, пишите их в комментариях. Если это короткий вопрос, я на него отвечу в комментарии. Если это интересный и длинный вопрос, я думаю, что отдельное видео можно будет сделать еще дополнительно, либо там часть вторая, либо ответы на вопросы, что-то такое. Но, в общем, в любом случае подробно расскажем. Вообще все, что вам еще интересно, что сколько здесь стоит, или еще какие-то вещи, которые надо больше и почаще освещать, пожалуйста, пишите в комментариях, чтобы я понимал, что интересно, о чем я не договариваю, что недостаточно показываю, что надо больше показывать, что больше освещать. Такие дела. С вами были Поля. Коля. Всем пока. Спасибо большое за просмотр, друзья.